Ütөkehinin efirge sahasının sonuna. Bihege büyüngü dağırı butıgar. Вице-президент Александр Акимов бүгін береписке бәлемсінюнен улусалаячыларын кытта селекторынан себәске тақсасырытты. Момолуғығар бұйыл бөрәмен әктәді. Изделі өттерін республикатағы спартакиадата түміктенне. Сегодня в выпуске. Вице-президент Александр Акимов провел селекторное совещание по вопросам проведения в республике всероссийской переписи. Владельцы частных автобусов отменили льготы инвалидам. Геологи Нерингри отмечают свой юбилей. Добрый вечер, мы продолжаем выпуск. Президент республики Вячеслав Штыров с очередным визитом находится в Москве. По телефону передает наш специальный корреспондент Наталья Сазонова. Сразу же после прибытия Вячеслав Анатольевич встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации, министром финансов России Алексеем Кудриным, где речь шла о передаче Минфином Российской Федерации части полномочий в области бюджетных отношений Республики Саха. Кудрин принял проект постановления по данной теме к рассмотрению. И вчера же вечером Вячеслав Штыров встретился с заместителем министра финансов Российской Федерации Надеждой Максимовой. Здесь была продолжена тема межбюджетных отношений. Вчера Штыров представил нового постоянного представителя Республики Саха-Якутия в Москве при президенте Российской Федерации. На эту должность был назначен Николай Ермолаев, до этого работавший главой администрации Мирнинского улуса. Вячеслав Анатольевич Штыров планирует пробыть в Москве до субботы. За это время он встретится с руководителем «Газпрома» Миллером, руководителем Госкомитета по физкультуре, спорту и туризму Рожковым, председателем Олимпийского комитета России Тягачевым. Помимо того, примет участие в наблюдательном совете акционерной компании «Алмазы России Саха», который состоится сегодня. Председатель правительства республики Семен Назаров сегодня с рабочим визитом посетил Хангаласский улус. Цели поездки премьера – это решение вопросов лесоперерабатывающих предприятий, строительных организаций и отрасли жилищно-коммунального хозяйства. И сегодня же премьер встретится с общественностью улуса, посетит базальтовый завод, Покровский завод строительных материалов и Бестяжский завод железнобетонных изделий. А у вице-президента республики Александра Акимова состоялось селекторное совещание с главами улусов по вопросам проведения всероссийской переписи, которая пройдет с 9 по 16 октября текущего года. До начала проведения переписи населения России осталось... Федерации, на котором рассматривалось право президента России распускать парламент субъектов Федерации. С одним из участников заседания Александром Кинкименом сегодня встретились наши журналисты. Сейчас идет односторонний комментарий о том, что президент имеет такое право, что это все признано конституционным, но на самом деле я бы хотел сказать, что здесь я выражаю удовлетворение тем, что Конституционный суд Российской Федерации рассмотрел этот вопрос и, самое главное, расписал всю процедуру. В итоге на вышеназванном заседании процедура распуска парламента была максимально усложнена. Во-первых, для того, чтобы распустить парламент субъекта, нужно решение суда о нарушении федерального законодательства. Второе, должно быть решение Верховного суда о том, что парламентом субъекта не предпринимаются меры по исправлению тех недостатков, которые были отмечены ранее в решении суда. В-третьих, должно быть обращение в Конституционный суд Российской Федерации. И в-четвертых, президент Российской Федерации, когда он предупреждает, должен прежде всего смотреть на то, какой ущерб был нанесен. То есть теперь, даже если и хочется надавить на народных избранников угрозой распуска, теперь на это уйдет как минимум 2 года. Процедура и подготовка к ней включают в себя не менее 4 заседаний судов различных инстанций, которые проводиться будут не менее чем раз в полгода. Но как бы ни были защищены парламентарии от возможного президентского произвола, не хочется, чтобы им пришлось пользоваться своей защитой. К другим событиям. С 31 марта владельцы частных автобусов отменили льготы инвалидам. Если раньше